По данным Фонда общественного мнения, за последние 2 недели уровень тревожности россиян возрос до 70%. Сказывается большой поток негативной информации, объявленная частичная мобилизация, события с мест спецоперации. Сегодня день психического здоровья. Врачи констатируют, люди чаще стали обращаться за психиатрической и психологической помощью. Как справиться с эмоциями и когда стоит немедленно записаться к врачу, расскажет Татьяна Иванова. Специалисты Республиканской психиатрической больницы советуют внимательно относиться к своему психическому здоровью, избегать нервных перегрузок, контролировать эмоциональные всплески. Но если невозможно держать себя в руках, вот на что необходимо обратить внимание. Если вы замкнулись в себе, если нет желания ничем заниматься, ни с кем общаться, если снизился аппетит или наоборот он повысился, если наоборот повысилось настроение, возникает большое количество идей, планов, которые, по мнению окружающих, не очень сопоставимы с вашей жизнью, то необходимо обратиться к врачу-психиатру. Если ваш родственник перестал интересоваться чем-то в жизни, стал путаться, стал беспомощным в быту, либо требует постороннего контроля, если он стал забывать простые бытовые дела, если он забывает выключить газ, забывает свой номер телефона. Зачастую именно родственники тянут до последнего, надеясь, что близкий человек сам справится с болезненным состоянием, тем самым усугубляя развитие психической патологии. Статистика не особо изменилась за последний год. 1% населения у нас страдает шизофренией, и похожими шизофреническими проявлениями, которые стоят около этого. Растет число биполярного аффективного расстройства, причем его степень диагностики этого заболевания у нас опять же растет. С учетом последних событий будет расти посттравматическое, то есть стрессовое расстройство, то есть та патология, которая относится не к психиатрии как таковой, а к психотерапевтической помощи. Врачи убеждают, что лечение в психиатрической клинике никак не отразится на социализации и дальнейшей жизни пациента. В подавляющем большинстве врачи выявляют пограничные состояния, затянувшийся стресс или депрессию. Все это прерогатива психологов и психотерапевтов. Специалисты ведут прием в диспансерном отделении больницы. Здесь помогают скорректировать психологический статус как взрослым, так и детям. 8 800 149 94. Кризисная линия психологической помощи. Работает круглосуточно и бесплатно. Татьяна Иванова, Святослав Петров, Вести Чувашия.